Nadezhda. This is Nadezhda Vatayeva, President of the Association of Human Rights in Central Asia. Уважаемые господа, коллеги, хотелось начать выступление с того момента, который, на мой взгляд, очень привлекателен. В сравнении с прошлым годом на этой конференции присутствует в несколько раз больше активистов из Таджикистана, и очень приятно, что молодое поколение привлекается к этой общественной деятельности, и рядом с ними находятся таджикские аксакалы, которые участвуют на этом мероприятии. Я надеюсь, что они будут активно участвовать в нашей дискуссии. Конечно, я хотела бы поддержать всех выступающих и сказать о том, что на самом деле по результатам мониторинга нашей ассоциации права человека в Центральной Азии ситуация в Таджикистане крайне сложная. И сложная она прежде всего потому, что сложившийся политический режим ломает и препятствует работе и выполнению правовых процедур. Это является источником для появления все больше политических беженцев из Таджикистана и политических заключенных. Кроме того, угроза, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания международной общественности, это активная деятельность спецслужб Таджикистана за пределами самого Таджикистана с использованием и злоупотреблением механизмами Интерпола. Выступающие до меня уже об этом говорили, но мы видим, как угрозы, совершенно серьезные угрозы с использованием, распространением в соцсетях на личные адреса и информация, дискредитирующая публичных активистов, она создает почву для дискриминации родственников, проживающих в самой стране. И наиболее известный случай дискриминации родных членов партии ПИФТ, это жен, родителей. И вот сейчас для меня выступающий Ильхамджан Гибубов выразил серьезную обеспокоенность по поводу того, что на днях были задержаны родственники. И я хочу сказать, что это не первый случай, и, скорее всего, не последний, поэтому во многом эта ситуация может решиться только при активном участии дипломатического корпуса и международных организаций в области прав человека. Что бы мне хотелось прежде всего отметить именно как рекомендацию или пожелание. Моих коллег крайне беспокоит здоровье заключенных. Нам доподлинно известно, что в местах лишения свободы в Таджикистане люди ограничены в доступе к медицинской помощи. К сожалению, мне кажется, что миссия Красного Креста и необходимо, наверное, организовать миссии международных правозащитных организаций, которые имели бы возможность посетить политических заключенных и узников совести. И в этом смысле, наверное, очень важно, чтобы вы приняли участие и начали этот диалог с таджикскими властями, который будет гарантировать право на жизнь и защиту от пыток именно этой категории людей. И что хотелось бы мне еще отметить, это очевидное ограничение права выезда из страны. Люди абсолютно лишены возможности защищать свои права. И сам факт того, что 7-8 таджикских адвокатов сегодня находятся в заключении, и десятки адвокатов лишены лицензии, мне кажется, что именно это положение адвокатов заслуживает сегодня самого активного участия всех нас. Я очень надеюсь, что именно эту работу по защите таджикских адвокатов начнут дипломаты и представители международных организаций, которые здесь участвуют. Мы должны называть имена этих людей, потому что именно они, рискуя собственной жизнью и подвергая риску своих близких, делают все возможное, чтобы в Таджикистане работал именно этот правовой процесс, который и обеспечивает стабильность в стране. Я надеюсь, что мои коллеги в дискуссии дополнят меня. И, конечно, я хочу сказать, что наша организация очень активно участвует в защите таджикских беженцев. Если для миграционных служб
стран Евросоюза, Америки и других стран понадобятся наши консультации или наша помощь, мы всегда открыты. Спасибо за внимание. Thank you, Nadezhda. We have about 30 minutes for discussion. I did want to also mention one other case that's very recent, that's very important, which is Jamshed Yorov, another lawyer